Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Отвезла сейчас внука и решила вам показать весенний обзор нашего села. Сегодня немножко начал таять снег. Маленькие лужи появились. На улице грязь. Тепло. Минус 4 градуса сегодня. Но есть холодный ветерок. Поэтому кажется где-то минус 10 градусов. Дороги у нас открыты. Уже везде открыли. Вывозили снег, которые мешают на дорогах. Проезжаем администрацию. Это у нас уже центр нашего села Стерлебашево. Везде можно проезжать. Дороги чистые, открытые, а вот здесь асфальт пока не открытый, потому что здесь техника ездит мало. Впереди видите вы мечеть, наш мусульманский. Очень много снега. Около мечети стоят машины, люди приходят молиться в наш мечеть. Сейчас я потихоньку проеду. Вот здесь это уже окраина у нас. Здесь такое место, тупик, и здесь машины ездят очень мало. Улица Пролетарская. Сейчас отсюда спустимся. Очень много везде снега. Улица Маджида Гафури. Тоже, хотя машины здесь мало ездят, но все равно дороги открыты. Справа у нас газовый участок. А слева колхоз, водоканал. Сейчас выходим на центральную улицу. Вот видите, сколько движений, и поэтому асфальт открытый. Здесь пекарня слева. Слева еще кондитерский цех, где я работала. Вот такая хорошая дорога.
Наш район можно позавидовать, что дороги всегда чистые. Я гордостью могу показать. Здесь магазины «Удача», где мы берем стройматериалы. Наш любимый магазин. Справа у нас раньше был участок. Из организации ДСУ давали мужу по 5 суток своим рабочим. Мы сажали картошку. Здесь новый дом. Теперь мы не сажаем картошку здесь. Здесь забрали участки под строительство. Вот новый дом. Садик новый справа. Акбузат. Здесь дома. Новые дома. Наш новый микрорайон. Очень много молодых, которые строятся. Когда мы начали жить в селе Стерлибашеве, эти места пустовали. Вот как время летит, сколько домов построили, столько людей. Сейчас начнет таять снег, не знаю, куда уйдет вода. Вода всегда найдет свое место, свою дорогу, но только как. И как нас затопит, а может и не затопит. Здесь живут одни молодежи, в основном. Очень много молодых, которые из деревень приезжают. У нас все равно райцентр, село Стерлибашево. Район наш. Вот наша Стерлибашево закончилась. Здесь дальше в сторону Мияки дорога. Покажу чуть-чуть вам лес. Здесь дорога идет в сторону Мияки. Летом здесь очень красиво. Когда едем в сторону Айдар-Али, проезжаем церковь Васильевка. Церковь был заброшен, восстановили, сейчас там женский монастырь, говорят. Когда церковь начинали восстанавливать, мы с мужем туда ездили, отвозили продукты рабочим. Да и поставили свечи. Хотя церковь не работала, но там специально сделали место, поставили маленькую иконку, и можно было туда ставить свечи. Мы с мужем ставили свечи его родителям, родственникам. А моим мусульманам нельзя. Сейчас мы подъезжаем туда, где наша свалка. Раньше мы возили туда весь мусор, а сейчас у нас собирают. Вот с правой стороны свалка. Сюда мы возили раньше. Я дальше не поеду. Красоту нашу я буду показывать летом. Посмотрите, какие березы. Все, теперь стекло чистое. Вот посмотрите, какие березы красивые. Красота. Стройные березы. Как девушки-красавицы. У нас смешанный лес. И липа есть, и дуб, и березы, ольха.
черемуха, рябина. Все у нас есть. Красота. Наверное, воздух очень чистый. Я представляю. Но остановиться, подышать свежим воздухом мне пока некогда. Да у нас во дворе тоже пока воздух очень хороший, свежий. Хотя говорят, что у нас экология плохая. Потому что рядом город Салават, Стерлитамак, там есть заводы. Травят нас своим газом. Ну как вы, мои хорошие, любуетесь нашим лесом? И я любуюсь. Красиво, да? Представьте, пожалуйста, когда будет осень, золотая осень. Все листочки красивые, желтые, оранжевые, зеленые, бордовые, даже есть алые везде. Везде знаки стоят. У нас организация дорожная работает на совесть. Вы уже видите, знаете, есть у нас в лесу дикие кабаны, зайчики, лисички, а ежиков не пересчитать. Есть даже змеи. Я очень боюсь змей, очень. Когда я увижу хоть маленькую змею, все мое тело берет дрожь. Вот боюсь и все. Лягушек не боюсь. Лягушек даже на руки беру. Вот какая у нас красота. Люблю свой родной край. Направо идет главная дорога. В сторону Федоровки можно потом повернуть в сторону Стерлитамака. Наверное, хорошо, кто живет около леса. Свежий воздух, есть куда привязывать скотину, держать гусей, уток. Там снизу речка еще есть. Вот эти все дома за 2-3 года появились с левой стороны. Новый дом. Посмотрите, вон там далеко. Там елки, сосны на горе. Все красиво. Поскорее бы снег растаял, поскорее бы лето, сняли бы одежды. Легко было бы ходить. Жду не дождусь. Конечно, дел и забот хватает летом, но все равно люблю лето. Люблю весну. Снижаем скорость. У нас в Стерлибашеве в селе везде камеры наставили. Это, наверное, с одной стороны хорошо. Люди быстро ездить не будут. Камеру проезжаем. Сегодня четверг. Вчера у меня день уборки было. Я везде генералила. Готовлюсь на поминки мужа. Стены и потолки протерла. Здесь еще камера вон 30. Превышать нельзя. Пока сколько времени ездим, вот еще 3-я камера. Тоже скорость 30. Приехали мы с вами обратно в центр, где наш рынок, где работает Юля. Заеду, узнаю, как она себя там чувствует, как идет торговля. Вон там автовокзал.
Кассовый пункт от Стерлибашева. Кафе «Урожай» там есть, горячие выпечки. А вот здесь таксисты едут и в город, по деревням. Здесь рынок. А там магазин центральный. Все, поехали дальше. Что дверь открыто оставляет? Могу ведь я и дверь увести. Я такая. У нас же говорят, женщина за рулем, обезьяна с гранатой. А у вас как говорят, мои хорошие? У вас тоже говорят, если женщина за рулем, обезьяна с гранатой? У нас так. Пусть поэтому мужчины держатся от нас далеко. Чуть подальше. Так, тут пропускаем. Все. Поехали дальше. Ой, сколько воды. Уже очень много воды. Потихоньку растает. По нашей улице поздно начинает таять. Техники мало, снегу много. Все, поехали. Вот у нас тоже светофор есть. В городе есть тоже светофор. Здесь я вообще не боюсь ездить. Когда сейчас пик, тоже еле-еле проедешь. Вон сколько воды. А в городе все равно боюсь. Боюсь и все. И дорогу там знаю. Вот сколько воды. Ух, сколько воды. Вы, наверное, наше село уже наизусть знаете. Я, конечно, вам сегодня чуть-чуть показала. Когда придет лето, я вам все покажу. Или по частям покажу вот так потихоньку. Сейчас мы поедем с вами в Магнит. У детей яблоки закончились. Да посмотрю что-нибудь еще. Все, вот здесь станем. Нормально все тает. Сейчас едем домой. Снова рынок наш. Здесь пятерочка у нас. Было две пятерочки. Одну закрыли почему-то. Один Магнит. Здесь парк наш. Слева остается школа, где учится Кирюша. Тоже вода собирается. Опасно около прохожих проехать. Как бы не побрызгать водой. Все равно неприятно будет пешеходам. Справа остается наш бассейн. Комплекс спортивный. Куда торопиться? Не знаю. Поворачиваемся в нашу улицу. Улица Матросова. Здесь тоже дорога хорошая. Но пока асфальт не открытый. У нас пока не тает. Воды не видно. Если так тепло будет, начнет, наверное, у нас тоже снег таять. Купила я детишкам вот такое печенье. Соленоватое. Купила груши, Вильямс, лимончики, яблоки,
и красных, и желтых. Гранату, лук репчатый, огурчики свеженькие, цветочки даже живые, пупырчатые. Они стоят 146 рублей килограмм. Прямо свеженькие. И помидорчики взяла в узбекском магазине по 130 рублей. В узбекском магазине купила тоже пакистанский чай. Конечно, гранулированный. Гранулированный я не люблю. Я в последнее время вообще не понимаю вкус чая. Вроде запах чувствую, не болею вирусом, но заварки мне не нравятся. Люди хвалят вот этот пакистанский чай. Я взяла на пробу. И на рынке увидела вот такое мясо у тех же, у кого я беру. Большой кусок. В тот раз очень вкусное мясо было. Тоже у них же взяла. Буду пропускать фарш. Мои покупки такие. Фарш мне в тот раз очень понравился. Сочный, вкусный, жирный. Буду теперь сама делать фарш. Ну вот, на сегодня у меня такие покупки. Сейчас продолжаю домашние дела делать. У детей и у меня все нормально. Хотя я говорю, что я вторую прививку не смогла сделать. Все равно мне многие пишут, как я чувствую себя после прививки. Вторую прививку я не сделала, потому что болела. Хотя температуры нет, нос заложила, чуть-чуть кашляла. Дали мне на 10 дней метадвод. Надеюсь, до следующей недели все будет хорошо. И тогда я сделаю прививку. А как вы себя чувствуете, мои хорошие? На этом я свой маленький влог заканчиваю. Всем желаю здоровья, успехов в личной жизни, на работе. Всего вам доброго. Всем пока-пока. До следующих встреч.